Доброе утро! На календаре 10 декабря. Вторник не повод проводить вечер дома, тем более, что в Доме дружбы народов работает выставка Союза чувашских художников «Озарение». Почему озарение, спросите вы? У чувашского народа есть описание необычного природного явления, когда перед рассветом открываются небесные врата, и вся земля погружается в золотисто-голубые тона. По словам самих художников, их работы тоже были созданы в состоянии озарения, которое можно сравнить с этим описанием. Название Квахупи, в переводе «озарение», говорит о том, что мы хотим открыть новую дорогу, новый путь, расширить границы и сделать передвижную выставку нашего союза, потому что очень хочется, чтобы работы наши увидели и в районах, и городах нашей республики, и, возможно, не только республики. В 2020 году исполнится 100 лет со дня образования чувашской автономии. Выставку посвятили именно этому событию. Гостей с хлебом-солью встречают чувашские парень и девушка. Также здесь можно увидеть дизайнерские работы, портреты, пейзажи, изделия из керамики, графику и текстильную живопись. Вот, к примеру, молодой художник Иван Семенов создал необычный пейзаж из лоскутков ткани, нитей и красок. Также интерес зрителей вызвала работа другого мастера Константина Ефимова. Хоровод женский, да, как на аршпе, в 4 измерениях. Очень красиво стоят. Они такие душевные, они прям такие теплые. Вот сейчас они пойдут в хоровод, да. Вот это очень важно для человека, что он чувствует это. Каждое движение, поворот головы, не знаю, одежда, все это, не знаю, в общем, очень здорово. На экспозиции можно увидеть как работы художников со стажем, таких как Николай Енилин, Владимир Агеев, Николай Карачарсков, так и творения начинающих мастеров. Выставка продлится до конца декабря. До Нового года осталось 20 дней. Сейчас самое время написать письмо главному волшебнику страны. В Чебоксарах стартовал творческий конкурс для детей «Почта Деда Мороза». Дети от 7 до 17 лет могут написать письмо в форматах стихотворения, рассказа или эссе. Также принимаются самодельные новогодние открытки. Обязательное условие – рисунок должен ассоциироваться с Чебоксарами. Работы ждут в Центральной городской библиотеке имени Маяковского до 20 декабря. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации Чебоксар. Сегодня в Новочебоксарске начнутся всероссийские соревнования по современному пятиборью. Площадкой для состязаний станет школа Олимпийского резерва номер 3. На состязания съехались более 200 сильнейших спортсменов со всей страны. В борьбу вступят юноши и девушки от 15 до 18 лет. Программа обещает быть насыщенной. В рамках соревнования по троеборью ребятам предстоит показать лучшие результаты в плавании, беге и стрельбе из лазерного пистолета, а в четырехборье еще и в фехтовании. Торжественная церемония открытия начнется в 12:30. Вход для болельщиков свободный. А у меня на этом все. Начните сегодняшний день с улыбки. Прекрасного вам настроения и до завтра!